Праздник, объединивший миллионы. Сегодня День России. Это один из главных государственных праздников страны. С самого утра от Владивостока до Калининграда россияне поздравляют друг друга. Формат празднования в большей степени онлайн, но он пришел в каждый дом. Казанцы символично украсили свои окна и балконы российским триколором. Добрый вечер. Это праздничный выпуск новостей. В студии Алексей Калиничев. И сегодня в программе. Они трудятся и прославляют Родину. Кто сегодня в Казанском Кремле получил госнаграды из рук президента республики, знает Сергей Хайдаров. Пока все дома. Как только первые звуки появились, я сразу обрадовалась и вышла. Как Казань празднует День России, увидел Рамиль Шайдуллин. День, когда у Татарстана появился первый президент. Борис Николаевич и я, мы же в один день тогда избрались в 91 году. Он президент Российской Федерации, я президент Татарстана. Это история в один день, значит, история России. Первые решения, первые сложности. О воспоминаниях Минтимера Шаймиева. Зарина Ахметова. Россия – многонациональный дом. Живу с миром, спокойно, дружно живем в России. Мне кажется, здесь лучше. Как Россия становится родиной и для тех, кто родился и вырос в абсолютно другой стране. Удивительные истории расскажет Вероника Гайнудинова. Великой России делают люди и их дела. Сегодня Рустам Минниханов поздравил с Днем России и вручил госнаграды 19 жителям республики, которые внесли особый вклад в развитие Татарстана и страны. Кем гордится республика, расскажет Сергей Хайдаров. Добрый день. Сегодня в Белом зале Казанского Кремля целое созвездие. Это лучшие представители своих профессий и отраслей экономики. Они день за днем прославляют Татарстан, просто делая свою ежедневную работу. Именно на таких тружениках и держится наша страна и республика, говорит Рустам Минниханов. Благодаря созидательному труду многих поколений, поддержке федерального центра и лично нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, республика сегодня является передовым опорным регионом России. Награды и поздравления от Рустама Минниханова получают деятели культуры, науки, медицины и других отраслей. Рашид Байбеков еще с утра был просто врачом ДРКБ. После встречи с президентом стал заслуженным. Эту награду посвятил отцу. Этот юбилейный год посвятить эту высокую государственную награду память своего отца, ровесника нашей республики и участника Великой Отечественной войны. В этом списке за наградами как бойцы невидимого фронта, врачи, энергетики, нефтяники, так и звезды эстрады. К примеру, Салават Фатахетдинов своими песнями о любви к Татарстану завоевал не только уважение зрителей, но и орден за заслуги перед республикой. Мэр Челнов Наиль Магдеев получил почетную грамоту президента России. Орден дружбы вручили гендиректору Татэнерго. Кто-то скромничает, говоря, что эта награда только кредит доверия. Другие благодарят судьбу, что привела их в молодости жить и работать в Татарстан. Что в нашей республике Татарстан, в столице Казань, я нашел свою судьбу, свою семью, свою любимую работу. Всего сегодня государственные награды получили 19 татарстанцев. Все они трудятся на благо республики и благодарят ее. Ведь, как писал еще Александр Блок, Родина, мы ей обязаны нашими силами, вдохновением и радостями. Сергей Хайдаров, ТНВ, Казань. Татарстанцев с праздником поздравил президент республики Рустам Минниханов. Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную образцами самоотверженности и стойкости. Славные примеры воинской доблести и трудового героизма в историю Великой Отечественной войны вписали жители республики. Президент подчеркнул, в основе всех достижений труд многих поколений татарстанцев, поддержка федерального центра и нашего национального лидера Владимира Путина. В День России Рустам Минниханов выложил креативный ролик в Инстаграм. Привычный вид из окна его рабочего кабинета на Площадь Свободы разбавился музыкой и строчками из песни группы «Любэ».
Сегодня с праздником Рустама Минниханова и жителей республики поздравил президент страны Владимир Путин. Этот праздник символизирует неразрывную кровную связь времен и поколений. Мы искренне гордимся своей родиной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков. Бережно храним их мудрые отеческие заветы. Желаю вам успехов и всего самого доброго, говорится в телеграмме. Также в адрес Рустама Минниханова поздравления направил спикер Госдумы России Вячеслав Володин и руководитель администрации президента страны Антон Вайно. Символично, что в День России есть еще одна значимая дата из истории республики. 12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента Татарстана. Республику возглавил Минтимер Шаймиев. С того момента начался отсчет новейшей истории Татарстана, ставшего одним из лидеров социально-экономического развития среди регионов России. Какими были те решающие годы для республики, мы решили вспомнить вместе с Минтимером Шаймиевым. Это же был 90-91, да, мы уже президент Борис Николаевич, и мы же в один день тогда избрались в 91 году. Он президент Татарской Федерации, я президент Татарстана. Это в истории в один день, значит, истории России. Это было начало новой эпохи как для страны, так и для республики. 12 июня 1991 года кандидатуру Минтимера Шаймиева поддержали 70% татарстанцев. Это стало доказательством высокого доверия со стороны населения. Несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет, эти времена первый президент Татарстана до сих пор вспоминает с волнением. Когда первые 5 лет президентства прошло, меня вы спросили, значит, какой вы считаете наибольшей удачей или победой за первый срок президентства. Я тогда сказал, у людей посветлели лица, поверили, что мои слова сказаны тогда. Действительно, от души, с переживанием я говорил. Именно под руководством Минтимера Шариповича 30 августа 90 года была принята декларация о государственном суверенитете. Позднее у Татарстана появилась своя конституция. К слову, на год раньше – российской. Приняли же конституцию Татарстана раньше, чем конституцию Российской Федерации. Постарались, чтобы соответствовали мировому уровню, я имею в виду международному праву. Это был очень важный момент. Но это было только начало. На плечи первого президента легла непростая задача – отстоять права татарстанцев, при этом выстроить партнерские отношения с федеральным центром. В 1994 году Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписывают двусторонний договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госвласти Татарстана и России. Понятие «модель Татарстана» стало общеизвестным. Оно говорит не только о выстраивании отношений федерального центра и региона, а в первую очередь о цивилизованном диалоге во имя мира и согласия. Так республика встала на путь преобразований. Шаг за шагом принимаются важнейшие проекты. Это меры поддержки для социально незащищенных граждан, программа газификации и ликвидации ветхого жилья, беспрецедентные по масштабу и политической смелости. Мы вторглись в бюджетное пространство Российской Федерации. Это все знали. Потому что мы обложили всех, кроме налогов, законных налогов России и Татарстана. Мы же 1% от производимой продукции отчисления создали фонд по ликвидации ветхого жилья. Это нарушение, это прямое нарушение. Бывают вот такие моменты, где, когда ты убежден, ничего тебя не остановит. Когда, я уже об этом говорил, я увидел, посещал, люди приглашали, которые живут улице Баумана и Островского. Люди повели нас по домам, в коридорах люди лежат, да, прописано там, никаких условий. Это кошмар, а какая вонь стоит. Бывают такие моменты в жизни, так дальше невозможно. Что будет, то будет. Общественно-политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, стремительное экономическое развитие, многочисленные социальные программы, сохранение духовного наследия татарского народа. Фраза Минтимера Шаймиева «Без булдарабас, мы можем» стала лозунгом татарстанцев. У нас прекрасный народ нашей республики. И достойные сыновья, где бы они ни работали. Это наше богатство. Россия по своему устройству и составу это самая сложная федерация в мире. Надо учитывать, и надо находить политическую волю, силу, значит, учесть интересы тех народов, многонациональных, всех народов.
И Татарстан яркий тому пример. Сегодня дело первого президента продолжает его преемник Рустам Минниханов. Несмотря на возраст, в силу своей огромной энергии, Минтимир Шаймиев и сейчас реализует важнейшие республиканские проекты. Государственный советник вместе с Фондом Возрождения взял под свое крыло сохранение духовных и исторических ценностей. Сегодня он успешно воплощает в жизнь не менее масштабный проект «Адамнар» – полилингвальный образовательный комплекс. Я продолжатель той стратегии, которая была в республике. Наверное, самое главное, что я сохранил ту конфигурацию, то отношение, то уважение к Республике Татарстан, ту стабильность, которая сформировалась в период работы Минтимира Шариповича. Зарина Ахметова, ТНВ, Татарстан. Итак, в чем же сила России? Мы услышали мнение Минтимира Шариповича, а вот как на этот вопрос ответили другие татарстанцы. В чем сила России? В единстве. У нас много наций. Мы должны все дружить. Каждый этнос богат своей традицией. И ни в одной стране мира нет такого богатства. Конечно, в русском духе. Нас ничем не сломить. Самоотверженность, любви к родине. Сила – это сам народ. Если сила России – это народ, то сами россияне гордятся общими достижениями. Как показывает опрос ко Дню России, больше всего чувство гордости у жителей страны вызывают газопроводы, ледоколы «Арктика» и «Сибирь». На третьем месте в рейтинге инновационный комплекс Сколково. Татарстанцам тоже есть чем гордиться. И сегодня, в этот праздничный день, мы хотим вспомнить крупнейшие всесоюзные стройки, благодаря которым на карте Татарстана выросли города Нижнекамск и Набережные Челны, предприятия-гиганты Нижнекамск-нефтехим, КАМАЗ и «Казань-Оргсинтез». У меня тут все родственники, сестра, брат, вот и я приехала. Бабуля у меня с Белоруссии, моя бабуля. Мама отсюда. 1974 года приехала из Самары, а до этого в Таджикистане была, родилась. В начале 60-х Нижнекамск стал магнитом для лучших специалистов со всего Союза. В это время началась грандиозная стройка крупнейшего нефтехимического предприятия в Европе – Нижнекамск-нефтехима. Если землю творили боги, мы творим города на ней. Это как раз тот случай, когда город поднимался вокруг завода. Нижнекамск рос на глазах. Люди буквально своими руками строили свое же будущее. Ударные темпы комсомольской стройки даже вдохновили Александру Пахматову и Николая Добронравова написать известную впоследствии песню «Смелость города берет». Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. В 70-е годы Татарстан доказал, что может не только добывать и перерабатывать нефть, но и создавать лучшие в Союзе машины. Началась большая всесоюзная стройка завода КАМАЗ. Одновременно с предприятием стал возводиться фактически новый город. Население в Челнах в год пополнялось на 30, а то и 40 тысяч человек. Трудовым подвигом на камень назвал Леонид Ильич Брежнев героические дела строителей, монтажников и эксплуатационников КАМАЗов, всех тружников набережных Челнов. Уже в 1976 году страна увидела первенца КАМАЗа. Для тысяч специалистов это стало началом новой жизни в Татарстане. Даже появилось выражение «КАМАЗ рождает дружбу». Большая всесоюзная стройка не обошла стороной и столицу республики. Здесь в 1958 году, что называется, всем миром начали строить Казанский химический завод, современный «Казань-Оргсинтез». Первую продукцию на предприятии выпустили в 1963 году. И с этого дня Казанский завод вошел в число лучших и самых современных предприятий большой химии страны. Вместе с заводом был построен новый микрорайон «Жилплощадка», который стал домом для работников завода со всей страны. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Сергей Хайдаров, ТНВ, Татарстан. Масштабный проект, который объединит всю страну в ближайшие 2 недели, это общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев поздравил всех жителей с праздником и пригласил на голосование. Впервые за 26 лет в нашей стране пройдет общероссийское голосование. Уверен, что татарстанцы примут в нем самое активное участие, вновь проявив свою гражданскую позицию, сопричастность ко всем созидательным делам России и Татарстана, сказано в поздравлении. В
Все наши принципы закреплены в Конституции, в фундаменте любого государства. Скоро этот фундамент может укрепиться. Главные ценности остаются незыблемыми. Семья, патриотизм, сильное общество. Салават Мухаммадуллин поговорил с теми, кому будущее страны не безразлично. Ну что, как дела? Хорошо. Читаем пока. А мы катаемся. У семьи Низамуддиновых сейчас все внимание детям. Папа играет с полуторалетним Тагиром, мама читает книги со старшим сыном Дамиром. Буквально накануне в семье отметили десятилетие своего союза. Как говорят родители Регина и Ренат, главное – будущее детей. Этот же принцип может укрепиться в Конституции страны. Это поправки в статьи 67, 72 и 114. Я считаю, что эти поправки необходимы. Поправки о защите семьи, детей, материнства. Так как у нас 2 детей, и мы бы хотели, чтобы они жили в хорошем государстве, хорошее будущее, чтобы было надежно. Поэтому мы обязательно пойдем на голосование. Наш земляк родом из деревни Сабанча Резван Минулин. Дети в приоритете и у Владимира Зайцева. Он офицер и начальник штаба юнармии. Учит школьников быть патриотами, любить свою страну, знать и чтить ее историю. При внесении поправок в Конституцию страны помогут ему в этом деле статьи 67 и 125. Ведь, как говорил известный художник Николай Рерих, защита Родины есть защита и своего достоинства. Было бы приятно, если бы приняли поправку в отношении защитников Отечества. Вот. Это самое лучшее, что должно быть, это в первую очередь, мне так кажется. Как человек военный, который прослужил и с кадетами, мне кажется, что это должно быть на первейшем месте. Это нам, 15 человекам, вручили. Мы работали на фан-фесте во время футбола, чемпионата мира по футболу. Для Ольги Спиридоновой с выходом на пенсию добровольничество вообще стало вторым «я». Ей, как она сама говорит, всего 62. При этом пенсионерка постоянно занимается волонтерством, плюс ведет кукольный кружок для детей с ограниченными возможностями. После 1 июля такие добрые дела могут быть защищены основным законом страны. Это поправка в статью 114. Волонтерство и добровольчество и в Татарстане, и в России набирает обороты. Если это будет закреплено в Конституции и законом, то это будет вообще прекрасно. Семья, патриотизм, милосердие. По сути, поправки в Конституцию касаются каждого жителя нашей страны, а потому и решение об их внесении мы принимаем на общероссийском голосовании с 25 июня по 1 июля. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Альметьевск. Единство, мир, согласие – это то, чем всегда гордилась Россия. И в этот праздник хочется задаться еще одним вопросом. Что такое душа России? Что такое душа России? В семейных ценностях, в традициях, в нас, в людях. Самое главное – это душа человеческая. Я в Бога верю. И мне кажется, Бог оберегает нашу страну. Вера в то, что мы что-то большее, чем просто люди, живущие для собственного счастья. В единстве всех вот этих душ, которые нас населяют, и есть, наверное, кроется вот эта знаменитая русская душа. В песне, может, в какой-то, в русской, да? По-соседски с душой. День России сегодня празднуют не только на больших площадках, но и просто в своих дворах. Например, в Казани такое празднование устроила творческая молодежь и артисты республики. Как двор объединил, увидел Рамиль Шайдуллин. Прямо под окнами внезапно грандиозное представление. С утра на сцене талантливые дети, молодые артисты, популярные звезды. Услышав это, Тамара Иванова просто не могла остаться дома. Как только первые звуки появились, я сразу обрадовалась и вышла. Так, в одном из казанских жилых комплексов сегодня проходит День России в локальном дворовом формате. Безусловно, всем бы хотелось отметить наш праздник, День России, массовым событием, мероприятием. Но, как мне кажется, это же не единственная форма, как мы можем подчеркнуть значимость, важность этого дня. Ну, наконец-то, боженьки ты мои! Кто-то вовсю празднует на улице, правда, соблюдая все меры безопасности. Кто-то к торжествам присоединяется из дома с той же целью. С соседями мы видимся часто, конечно, во дворе пересекаемся, но когда такие мероприятия организуются, я могу увидеть всех. Такой праздник сегодня мы устроили в Арсите, там, где мы живем, это очень здорово, прекрасно. Вот мы с семьей отдыхаем сегодня. Это 100
стоит один раз хотя бы просто увидеть и услышать, когда на одной сцене соединяются самые разные стили музыки. Эстрада, народная, клубные биты. Контраст, скажете вы, да, но в этом-то и вся суть. Концерт проходит в День России, поэтому здесь показывают все многообразие талантов страны. Мы сегодня в разных костюмах, разных национальностей. Это не случайно, да, потому что мы многонациональный коллектив. Собираться вместе с соседями и проводить время так, в окружении ярких красок и цветов, с каждым годом смогут все больше татарстанцев, благодаря президентской программе «Наш двор», в рамках которой за 5 лет вторую молодость получат почти 7 тысяч дворовых пространств. Впереди День Республики. Его в новых условиях смогут отпраздновать жители каждого 5-го двора, включенного в программу. Рамиль Шахайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В любви России жители признавались и делились видеороликами весь день в социальных сетях. Прошла хоровая акция «За семью, за Родину, за Россию». Под хэштегом «Россия Лав» иностранные студенты признавались в любви к России. Молодежь Татарстана присоединилась к международному флешмобу «Russian Dance». Артисты шоу-балета «Кристалл» исполнили русский народный танец на фоне Казанского Кремля. А художники в рамках граффити акции «Моя Россия» на фасаде дома в Казани создали мурал известного поэта Габдуллы Тукая. Песни, мастер-классы и живые эмоции. Даже не имея возможности отметить праздник на улице, жители республики объединились онлайн. В сети прошел грандиозный 6-часовой марафон. Рамиль Галиуллин услышал, как звучит праздник в сети. Живой звук и картинка высокой четкости. Так проходит праздник в формате нового времени. Народные танцы и песни в исполнении разных коллективов. Дух Дня России в прямом эфире. Насколько вообще нужны символы. Вот так вот. Выступления не только развлекательные, но и познавательные. Об истории праздника и о том, как зарождались государственные символы, говорили победители созвездия Йылдызлык и без пронзительного гимна никуда. Великая слава льет достояние на все времена. Про историю республики через материалы из газет тех лет. Об этом в новой книге «Татарстан-100. Прежде и теперь». Сегодня ее представил заместитель руководителя агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. В общем, не претендуем мы на научную какую-то точность. Для меня, как для журналиста и историка, было важно просто заглянуть в это время. Подарить не только праздник, но и шанс на выздоровление. Одним из гостей стала почетный донор Екатерина Фролова. Девушка рассказала, как можно внести свой вклад в дело жизни. Это все несложно и недолго. Все боятся, что это будет большой удар по здоровью, что нужно постоянно сдавать. По факту важно следить за собой, за своим здоровьем. Эстафету принимает кулинарная 15-минутка. Именитые повара учили, как быстро и вкусно приготовить окрошку. Засыпали небольшим количеством соли, помяли для того, чтобы она дала свой аромат. После этого немножко помяли огурец для того, чтобы тоже дал свой аромат и побыстрее. Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Гоголевские слова сегодня пусть и не звучат, но они в атмосфере дня. 6 часов без перерыва. Музыканты, блогеры и обычные жители. Хоть в этом году День России прошел онлайн, но энергетики от этого не меньше. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Татарстан. Несмотря ни на что, праздник получился красивым и красочным, как и вся наша большая страна. Так в чем же ее красота? В чем кроется красота России? В раздолье, в территории. Уникальная природа. Есть и зима, весна, лето, осень. Посмотрите, какие у нас богатые города, поля, леса. Естественно, женщины. Качество ее людей, их честность, доброта, в простоте нашей, да, в нашей морали. Наши люди, которые умеют любить. В мире дружбе и согласии в России живут более 190 народов, в Татарстане 173. Мы многонациональная, гостеприимная, огромная семья. Россия становится родиной для тех, кто родился и вырос в абсолютно другой стране. Таких семей тысячи и в многонациональном Татарстане. Несколько удивительных историй в репортаже Вероники Гайнудиновой. Любовь к музыке и привела его в Россию, в Татарстан. Базарбай Бекчентаев из Китая приехал на вокальный конкурс в Казань 8 лет назад. Потом поступил в консерваторию, да так и остался здесь жить. Татарстан – его историческая родина и теперь его родина.
Наши корни из Татарстана, из России. Все наши предки очень скучали по родине. Нам посчастливилось вернуться. Нам здесь очень хорошо. Когда уезжаем в Китай на пару месяцев, скучаем. Очень тянет обратно. Перевез сюда и жену. Они отлично говорят на татарском, русский мечтают выучить. В России люди доброжелательные, помогают нам всегда. Я бы сказала, здесь все едины. У нас много друзей, мы ходим друг к другу в гости. Это национальное азербайджанское блюдо, называется долма. Семья Ахмедовых сохраняют свою культуру и традиции, живя за 1000 километров от Азербайджана, где они родились. В Нижнекамске уже больше 20 лет. Россию давно считают своим домом. Город очень много делает для того, чтобы все национальности, все национальные образования развивались, свою культуру, нацию, все традиции. Хочется быть полезной обществу, развиваться именно в России. Диляра Дамар из Турции. Вместе с родителями она переехала из Стамбула на родину своей мамы и обрела здесь свой дом. Я уже выбрала Россию, несмотря на то, что родилась в Турции, потому что Россия – это страна возможностей, где каждый желающий может развиваться в различных областях, несмотря на то, какая у тебя национальность. Оливер Мукенди из Конго на татарском признается в любви России. Приехал учиться еще 9 лет назад, да так и остался. Нашел здесь свою любовь. Говорит, объездил всю Европу в поисках, а место для себя нашел в России. Россия – это как второй дом для меня, потому что здесь приехал учиться. Благодаря России я сегодня образование высшее получил и стал как дома, чувствую себя безопасно здесь. И все нормально, живу с миром, спокойно, дружно живем в России. Мне кажется, здесь лучшее место в Европе для меня, кажется, это Россия. Вероника Гайнудинова, Зарина Ахметова, Данил Филатов, Александр Вольнов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Ну и завершить эту программу нам хотелось бы самым ярким и колоритным поздравлением, которое точно говорит о том, что такое Россия. Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана записали видео поздравления, где представители самых разных народов исполнили гимн России на национальных инструментах. Давайте посмотрим, как это было, и разделим эмоции этого праздничного дня. И мне остается только еще раз всех поздравить с праздником. Всего вам доброго и берегите себя. Медицина касается абсолютно всех. Меня, вас, наших детей, родителей, абсолютно всех. Медицина сегодня подчиняется местным властям, и не везде у нас одинаково высокий, достойный уровень медицинской помощи. Чтобы иметь везде, по всей стране, одинаково доступную, одинаково качественную, достойную медицинскую помощь, я считаю необходимым внести этот постулат в основной закон страны. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Автоцентр «Марка» снижает цены, чтобы вы не снижали скорость. Весь июнь Datsun от 387 900 рублей. Подарки каждому. Звоните 4 пятерки, 3 семерки. Медицинский центр «Эра». Наркология, психиатрия. Круглосуточно, анонимно. Казань. Улица Восстания, 92.
Фабрика ПРО Антикризис. Бесплатная программа для предпринимателей от Министерства экономики Республики Татарстан. Адаптируйте бизнес к новым условиям. Регистрируйтесь на bizfabrica.ru. Дома или в пути Шаян ТВ смотри. Социальные сети, сайт, YouTube-канал, мобильное приложение. Также спрашивайте у своих кабельных и у спутниковых операторов. Здравствуйте! Суббота будет прохладной, но без существенных осадков. Об этом поговорим чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет переменная облачность, но вероятность осадков небольшая. Температура значительно понизится и днем составит плюс 17. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, местами не исключены дожди. Будет прохладно. На севере Татарстана, в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше температурный фон будет пониженным, преимущественно без осадков. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Прохладно, днем 17 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном температура понизится, как и во всех районах республики, и днем составит плюс 15. Холодный атмосферный фронт понизит температуры и в центральных районах республики. Тут также без осадков и около 17 тепла. Уже в воскресенье начнется небольшое потепление. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В столице Татарстана в субботу будет облачно, без осадков и умеренно тепло. Ночью плюс 14, днем 17 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха понизится и составит 56%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.